сегодня очень, видите, все практически динамично. Анвар, Привет, привет. привет, Анвар, дорогой, привет тебе от меня. И ты Привет, знаешь, привет. просто пишет, где Анвар, койда, Анвара. Заслуженный артист Республики Башкортостан Анвар Нургалиев вместе с нами. Мои воздушные поцелуи. Спасибо. Вам тоже. Всем привет. Я тоже очень соскучился. Спасибо за эту возможность предоставленную. Вот, пообщаться с моими зрителями, моими поклонниками. Ну, тем более с тобой, Лиль. Спасибо. Мне очень приятно. Я всегда начинаю из привычки, начала так эмоционально. Сейчас немножечко настроение будет, и я должна это сказать от лица всех тех, кто нас смотрит. Наши соболезнования по случаю ухода твоей мамы. Спасибо. Я сейчас тоже не могу об этом много говорить, потому что я очень сентиментальная, я расплакаться, но, в общем, мы тебя поддерживаем. Мы с тобой, все твои поклонники, они вот пишут тебе, машут, мы с тобой и с твоей семьей. Спасибо, Лиль, спасибо большое. Анвар, ну, давай начнем с актуального, такого злободневного. Я не знаю, успел ты написать об этом в Инстаграме пост или нет. Мы же можем услышать о том, что пришел второй анализ у вас, да, на COVID-19? Да, он мне дал отрицательный результат, показал. Аллаха шикар, как говорится, Да. я не сомневаюсь в этом. Конечно. Ну, я хочу сказать, на самом деле это очень психологически, очень тяжело ждать результат. Тем более, когда хотели из меня сделать крайнего в этой ситуации, наитупейшей ситуации, если честно. Но, Аллах шукр, Аллах с нами. Все получилось так, как должно было быть. Потому что в этой ситуации реально было очень тяжело, но со мной были мои поклонники. Это 90%, наверное, они были со мной. Я себя почувствовал, что я на самом деле я не один. И они мне в этой тяжелейшей ситуации, они мне дали вот такую, не знаю, поддержку, что ли. Столько писали. Хотя в этом было много негатива, ну, конкретно. Но зато мои поклонники настоящие, они были со мной. И я был, даже в это тяжелое время я себя чувствовал, что я очень счастливый человек. Ой, слушай, я так рада, я искренне рада, за то, что рядом с тобой, за то, что тебя окружают хорошие, большинство людей из них, конечно, хороших. Кто-то пишет, что меня плохо слышно, ты меня хорошо слышишь? Ты немного пропадаешь, Ли. Так, сейчас будем что-нибудь делать с этой ситуацией, попробую вот таким образом. Так, Анвар. Да. Вот так попробуем. Нормально? Конечно. Спасибо. Ну что, давай про самоизоляцию. Самый традиционный вопрос. Вы тоже на самоизоляции? И да, я был 14 дней. Я был 14 дней на карантине. Мы все четвером. Хочу сказать, это не так-то легко, тем более я столько был на гастролях, я практически дома не бывал. Да, с семьей. Психологически очень тяжело, особенно вот мы с Рафаэлем, нам было тяжело, а девочки мои держались, они, ну, молодцом. Да, вот они оказались морально сильнее. Ну, мы немного, ну, мы сильный пол, но в этом плане морально мы немного слабже, чем слабый пол. Чем девчонки. Ну, слушай, Да. в семье, дома, когда все находятся в одном пространстве, бывает всякое разное. Очень много статей от психологов. Психологи дают советы, как не поругаться, как не разойтись, не развестись. В вашей семье какие секреты? Как вы сохраняете добрые отношения? Но, как сказать, когда нечего сказать, лучше промолчать. Это самое главное. Да, это самое главное. Да. Уметь себя сдерживаться, и тогда все будет нормально. Слушай, у тебя там кто-то рядом с тобой разговаривает, да? Кто-то в комнате вместе с тобой, да? Да, это друг мой. Я думала, кто-то из членов твоей семьи, чтобы они нам тоже помахали. Ну, они помашут. Ты им привет от нас огромный Конечно. передавай. Ну и, конечно же, сейчас очень много времени для творчества. Анвар, чем ты будешь радовать поклонников?
Но вы не поверите, впервые в жизни записали мы, не я, а мы сделали трек его через телефон. Мы его записали на iPhone. Я не знаю, кто-нибудь это когда-нибудь делал или нет, но вот этот карантин, ну, надо же искать выходы какие-то. Мы, на самом деле, записали трек с Сумытбаевым. Песню написал Мурат Гайсин. Кстати, он тоже наш земляк, живет в Казани. Но сказали, что получилось неплохо. Угу. Вот, представляете, обычный диктофон. Но его еще нигде в сети нет, этого трека. Он есть в сети, он уже в ротации, он уже Татар Радисон, он идет на ротации, даже и здесь тоже. Ну, и у меня ВКонтакте тоже есть. А можно, а вы знаешь, здесь некоторые пишут, что попробовать тебе надеть наушник. У тебя есть рядом наушники? Так, здесь у меня, наверное, сейчас Ну. я гляну, но здесь, по-моему, здесь нет, наушника нету. Ну ладно. Меня плохо слышно, да? Не знаю, ребят, напишите, пожалуйста, как нас слышно, лучше ли слышно стало меня, как слышно Анвара, потому что мы хотим, чтобы вся информация для вас дошла из первых уст. Вот спрашивает Анвар, ты в школе учился, так, подожди, не понимаю, ты в татарской школе учился, Нет, спрашивает? я 7 классов окончил в русской школе, отучился, а потом учился на татарской школе, но в татарской школе я учился тоже по-русски. Ну и правильно, в общем-то. В любом случае, это тебе не мешает грамотно владеть татарским языком, хорошо говорить на русском. Как бы ты и я ни говорили, и вообще все, главное, что мы друг друга понимаем. Мы на одной волне. Лиль, ну как же тебя не понимать? Анвар. Я тебя даже без слов понимаю. Спасибо тебе. Ой, слушай, я боюсь, что меня мама может не простить после этого эфира. Она, как узнала, что я с тобой выхожу в эфир, ты же знаешь, она твоя главная поклонница. Конечно. Она говорит, передай, пожалуйста, Анвару от меня большой привет. Я это сделала. Ей тоже от меня привет. Она смотрит нас, да, я уверена. Раевка, Дан, привет. Слушай, Да. ну, сидеть еще нам в самоизоляции прилично. Ну, Да. я скажу вот так вот долго. Я думаю, что ты вот этой вот одной песней не ограничишься. Нет, нет. Алла Берса, я думаю, 40 дней будет маме, и я после этого начну заниматься творчеством. Но я вот смотрю на тебя, да, слушаю тебя, и мне очень приятно видеть тебя в таком вот приподнятом настроении. Жизнь продолжается, я чувствую поддержку твоих поклонников, даже сейчас, читая вот эти многочисленные комментарии, я искренне за тебя рада, вот, Конечно. что ты держишься. Лиль, знаешь, я не хочу доставлять удовольствие своим таким доброжелателям, в кавычках, понимаешь, поэтому я не могу этого допустить. Но я им тоже хочу сказать спасибо, своим недоброжелателям, они меня сделали сильнее. Я очень много переосмыслил в этой жизни. Вот, из каждой ситуации нужно уметь извлекать урок. И я им благодарен, что они у меня тоже есть. Я понял, что они у меня есть. Слушай, ты меня сейчас удивил, просто ты добрейшей души человек, у тебя есть недоброжелатели, но это жизнь, в общем-то, в любом случае это жизнь. Так, я, знаешь, про наушники начала тебя спрашивать, сама отвлеклась, да. Я же хотела услышать небольшой отрывок твоей новой песни, это же возможно сейчас? Конечно, если честно, я слов не помню, сейчас я слова возьму в интернет. Да. Так. Потому что, конечно, песня новая. Вообще-то я могла догадаться, что ты наизусть не помнишь. А может, у друга, который рядом, есть интернет, и он загуглит. Ну нет, ладно, окей. Если не эту песню, то любую другую можешь. Мы от тебя готовы слышать вообще все, что угодно. Лишь бы ты спел. Сейчас. Ну, так. Или свою, или не свою песню. А у нас есть время, ты можешь спеть одну свою отрывок и одну не свою, как тебе удобно. Сейчас я подумаю, что мне в голову придет первая песня. Сейчас. Надо бы, наверное, в теме быть. Сейчас. Ну, да, ты сама какую песню? Мы с тобой любим, конечно, Уфтанма, это твоя любимая песня, конечно. Я уже говорила, да, я обожаю песню Уфтанма в исполнении Анвара Нургалиева. Кто-то пишет, Анвар не поет песню Уфтанма. Анвар еще как поет песню Уфтанма, друзья мои. И, кстати, я считаю, что это гимн тех, кто сидит в самоизоляции.
Это да, я согласен. 100%. Вот давай, кстати, гимном порадуем, а потом ты вспомнишь еще какую-нибудь песню. Надо, надо написать Радику и Салавату Абыга. Они не обидятся, если я спою. Так, знаешь, я дружу с Радиком, с Я Салаватом тоже дружу. Фатхудиновым, поэтому я к ним обращаюсь, пожалуйста, можно мы сейчас с Анваром Нургалиевым споем? Ну да, это, конечно же, шутка, юмор, но если вдруг они обидятся, это будет повод написать средствам массовой информации об очередном скандале, а то мало Салавату Фатхудинову с Радиком ругаться, сейчас еще тебя туда приплетут. Мне как раз этого счастья только не хватало. Вот-вот. Не, Ну, ну можно же, споем, ладно. наверное. Споем, Давай. конечно. Так, 3-4. Уфтаныма гümürler yaz gibi gütedi. Şol şeşin kürsen de uftanıma. Yaz kile de gite, gümür sulayüte. Uftanıma, uftanıma, uftanıma. Yaz kile de gite, gümür sulayüte. Уфтаныма, уфтаныма, уфтаныма. Браво! Слушай, Радик нас смотрит, Радик Юльякшин, Элвин Радик, Грей. привет, вот я его Привет, увидел. дорогой, да, он пишет, о, Радик, прости, пожалуйста, но что мы поем эту песню. Радик, ачулан маэме. Ашиланма. Не, ну нет, конечно, это не про Радика однозначно, 100%. Да, минем билен толашма только ярама. Слушай, у меня уже скулы болят, на самом деле, улыбаться. У тебя же дети на дистанционном обучении сейчас. Делаешь Да. уроки вместе с детьми? Скорее всего, они со мной делают. Они тебе... А ты заново проходишь математику, Биологию, вирусологию. географию и все остальное. Ну ладно, ты, в общем, Нет, снова... они у меня самостоятельные. Это, ну, я и сам всегда сам делал, и они. Раньше, когда до 3 класса, может быть, ну, в основном мама занимается. Я, ну, не очень-то так. Слушай, все правильно, у вас правильно распределены обязанности. Анвар зарабатывает деньги, мама воспитывает детей. Идеальная семья. Да. Слушай, вот, кстати, да, вспомнила про концерты. То же самое спрашивала у Радика. Он сказал, что все концерты на май-июнь отменены, у него уже перенесены, то есть на сентябрь. Да, а у тебя как дела обстоят с этим? Ну, вот у меня все из 7 концертов 2 мы не успели дать, потому что все закрыли. Мы это перенесли на сентябрь. Потом остальные уже по новому графику идут. У меня Сертамакас, ну, много точек осталось. Татарстан. Мы же почти до конца мая гастролировали. Вот. Иногда бывало, что устаешь же. Вот я уже зашел не туда, может быть. А теперь, вот типа, ох, устал, отдохнуть бы. Вот я так сейчас устал лежать дома на самоизоляции. Я так соскучился по концертам, по своим зрителям, по их улыбкам. И это вообще дорогого стоит. Все концерты начнутся в сентябре, значит. Аллах бирса, если Дуниялар именем было пицца, Аллах бирса, и это пицца. Обязательно. Из того, что нельзя, что тебе сейчас хочется сделать особенно? Куда-то пойти, может, если что-то сделать, но вот это нельзя, и ты сидишь дома, грустишь. Я хочу на гастроли. Я хочу на концерты. Я к зрителям своим хочу. Но ждем этого времени, когда это случится. Кстати, онлайн-концерты сейчас все звезды эстрады проводят. Ты это практикуешь? Я буду Аллах бирса после 40 дней. Ага. А когда, кстати, у мамы 40 дней? 15 мая Аллах бирса. Лаберса 15 мая, то есть после 15 мая, Да. но мы ждем, что ты войдешь в свой обычный ритм, режим. Но в любом случае меня очень радует, что у тебя начали появляться посты в Инстаграме. Хочется, чтобы ты побольше делился, потому что нам тебя не хватает, конечно же, в социальных сетях в том числе. Сейчас единственная возможность только в социальных сетях общаться, видеться и радоваться друг за дружку. Спасибо, Так, Лилия. очень рады видеть вас. Хотели бы вас очень попросить, чтобы в вашем исполнении сейчас. В общем, я не успела прочитать комментарии, но здесь в любом случае много сердечек. Ждем ваши концерты. Люди машут. Анвар Синакетепколабас. Ты по-татарски так классно читаешь.
Слушай, ну у меня такой ужасный русский акцент, я стесняюсь, если честно. У тебя татарский с русским акцентом получается, да? Да, да, я стесняюсь этого, поэтому я Или мало русский язык с разговариваю. татарским акцентом? Не, на русском-то я вроде нормально говорю, Вот, но вот нет, шучу, ты... та- татарский мне надо практиковать, поэтому если мы с тобой почаще будем общаться, и ты будешь со мной говорить на татарском, я буду тебе безумно признательна и благодарна. Рахмет, Лилек. Так, Анвар, ну и, знаешь, вот самое главное правило, которое ты вынес для себя во время, ну, вот это вот самоизоляция. Сейчас ты очень много, каждый из нас много времени проводит сам с собой, со своими мыслями. Вот самое главное правило твое, которое ты вынес. Ну, я конкретно так не могу сказать. Ну, скорее всего, нельзя быть слишком, может быть, доверчивым или открытым. Это иногда играет в минус. Вот. Мгм. Кто-то не так тобой может воспользоваться этим. Нельзя Мгм. открывать сильно душу всем. Это моя, скажем, ну, ну, минус во мне. Меня выводит на Мгм. разговор, я открываюсь. Вот это. Мгм. Ну, то, что у меня внутри, все это, вот это Слушай, есть. ну вот такой вот вопрос, немножечко, может, интимный я задам, но тем не менее, вот по прошествии вот этой ситуации, которая произошла в твоей семье, были ли в окружении люди, в которых ты разочаровался? Ну вот, Э, ну, конечно, это, вы знаете, вот, Лиль, вот я же, ну, скажем, в деревне особенно, да, вот мои родственники, они в одночасье в одно время стали изгоями, скажем, да, их обходили там. Скажем, у меня 17 августа я сделал в деревне, ну, мощнейший концерт. Сабантуйчик сделал. В жизни у нас в районе такого не было. Были одни топы нашей татарско-башкирской эстрады. Было мгм, очень много, более 5000 народу. Ну, вот когда пришла беда, когда я хоронил маму, я тогда понял, что, оказывается, когда человек спотыкается, они готовы тебя, некоторые готовы тебя затоптать. Они подлостью я столкнулся. Э, Нет, многие не хочу сказать. Люди в опасности, они теперь стараются каждый за себя, что ли, себя облагородить, что ли, не знаю. Нету такого, как раньше, как у наших родителей там или у дедов. Вот наоборот, надо, когда враг идет, скажем, да, ну я не знаю по-русски, я как это правильно скажу, они вот собирались вместе, вот, когда мы вместе, мы сильнее. А тут беда настигла, не подходите к ней, она больная, она сейчас всех заразит там. Вот они, мгм, каждый раз они в рассыпную, ну, скажем, вот есть такой у нас, скажем, глава сельсовета, скажем, да, он себя так подло повел, там, я ему высказал, я с ним еще буду разговаривать, конечно. Вот, ну, очень, вот я тогда понял, не готовые люди встретиться сейчас с опасностью, у них нет иммунитета к этому. Вот, мгм. вот это что очень опасно. Вот хотелось бы, чтобы люди, ну, не могу сказать, вот у меня душа сейчас переполняет, но халық әзгіні үзгерген хазыр. Это Мгм. не все, конечно. Вот это самый... В радости, на концерте там, это одно. А вот когда койга келе, вот что. Жұмысы начар. Ну, хотя, я Ну, говорю, вот 90% они были со мной. Они столько мне в директ писали, сюда в комментарии. Мы с тобой, Анвар, не переживай, там, туда-сюда. Хотели там, я же говорю, хотели из меня сделать там крайнего. Но все верили, что со мной все нормально. Там многие блоги, ну, скажем, вот про Уфа у нас портал, да, какой-то там, Комсомольская правда, там Татар Ньюс, там казанский самый большой, там, я не знаю, как он называется у вас, там Анвар, там, Анвар является носителем, а популярный певец Анвар Нургалиев является носителем инфекции коронавируса. Ну, как можно? Есть же презумпция невиновности. Пока вина не доказана, нельзя человека, это даже, в этом случае это даже не вина. Шуакурай, здесь я очень много понял. Я же говорю, для меня это был очень хороший урок. мгм. Любая трудность, из любой трудности нужно извлекать пользу. Поэтому Мгм. здесь я такой вывод сделал в себе.
Ой, Анвар, в общем, ты человек сильный, морально сильный, устойчивый, все это пройдет. Друг познается в беде, как говорится. Однозначно. Вот Однозначно. здесь вот пишут, понимаешь, я же про географию еще спрашивала, кто нас откуда смотрит. Писали тебе привет из Владивостока, из Да, что вы, да. Норильска. Да, представляешь, сколько людей нас смотрят, сколько людей рады тому, что ты вместе с нами вот в эти минуты. Ну и Только время у обидно, нас... что я вот оброс, в парикмахерскую нельзя сходить. Извини, я тебя перебил. Я укладку сделал бы нормальный там. Ты классно выглядишь, поверь мне. Все хорошо, даже как будто так и надо, да, девчонки? Вот скажите, реально, красавчик, симпатяга парень. Ну, Лиль, Ну я аж что, покраснел даже. ой, Анвар. Давай еще немножечко порадуем. Ноябрьск вот пишет тоже с нами. Челябинск, О, Кушнаренково, Оренбург. Сочи, Понимаешь, да? Сочи, вот пишут еще. Сочи. Слушайте, это классно. Ну давай, вот нас смотрят 2500 человек. Я сейчас должна сделать скриншот, что с нами так много людей. Еще отрывок какой-нибудь классной песни в твоем исполнении. Күзелерің көк кебек, бигрәк матуры бүген, бірге мәңге булып, яшәрбез шулай дигән сүзең, истәм икән инде, хәзер бүтәнегә син гашык булдың. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама, сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгемне яргалама. Браво! Я тебе аплодирую. Тебе аплодируют все те, кто нас сейчас смотрит. Заслуженный артист Республики Башкортостан Анвар Нургалиев. Любимец просто сотен миллионов людей. И мой любимый Анвар. Спасибо. И ведущая сегодняшней нашей передачи или концерта ошеломительная Лилия Курамшина. Спасибо, дорогой. Спасибо тебе огромное. Передай, пожалуйста, семье огромный-огромный от нас привет. И знай, мы всегда с тобой рядом. Спасибо, Лилечка. Спасибо. Спасибо, Спасибо. до встречи. Спасибо за поддержку. И вот я хочу тоже сказать спасибо всем моим поклонникам, слова благодарности за поддержку. Это ощущалось. Вот, если честно, весь этот негатив я практически себе в душу не пускал, даже из-за того, что у меня была такая армия моих сторонников, скажем, да. Для меня было очень приятно. И также я хочу сказать слова благодарности врачам, потому что им сейчас на самом деле очень тяжело, они сейчас в пекле, их надо сейчас в основном поддерживать. Они на самом деле очень классные, очень сильные, пусть у них тоже будет все хорошо. И всем хочу сказать, не болейте, берегите себя и сидите по возможности дома. Спасибо. Не рискуйте. Я вас люблю. Все правильно. Ваня Тихонов тебе передает привет, вот пишет Ему тоже. мой соведущий. Все, Анварчик, береги себя, до встречи, спасибо, целуем, пока. Ну что, друзья, наш эфир продолжается до 18:00. Мы будем вместе с вами.